в ряд телевизионных и радиопрограмм, а также, естественно, в журналах, толстые журналы, общие политические журналы, приходили письма от неравнодушных читателей и телезрителей. Была еще такая рубрика «Письмо позвало в дорогу», когда вдруг кто-то писал письмо, и журналист ехал и узнавал, что там происходит, после этого рождался репортаж. Вот об этом особом жанре писем в редакцию, писем на телестудию, писем на радио мы сегодня поговорим. И с нами наши участники дискуссии: Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир», доцент Литературного института имени Горького; Елена Харчевникова, режиссер кино и телевидения, режиссер-постановщик всем нам хорошо известных и любимых телепередач «Поле чудес», «Тема», «Федеральный судья», «Суд присяжных». А модерировать беседу будет тележурналист, сейчас директор медиацентра Высшей школы культурной политики МГУ Гуля Болтаева. Добрый вечер. Слушай, таких ученых ходов даже как-то поэтому. Да, о поле чудес, о письмах, когда столько интересной информации. Ой, надо же микрофон, да, добрый вечер. Можно? Желтый. Годование, погодите, математика больше подходит. Добрый вечер. Одна из самых прекрасных публик в библиотеке имени Некрасова, готовая приходить в любую погоду, в любое время и оставаться здесь даже до первого поезда метро. Спасибо вам за ваше любопытство. На самом деле, вообще эта тема становится актуальной, по-моему, да, письма, судя по тому, что происходит с соцсетями и с мессенджерами. Вот, видимо, мы скоро будем тоже, да, скрипеть пером и вспоминать, как писали бабушкам, дедушкам. Я тут порылась в архиве, нашла тоже забавное письмо, которое получила, лет, не помню, 10-15 назад. Вот оно выглядит примерно так. Но поскольку я публичный человек, часто на меня смотрят, пытаюсь понять, где увидели, и я понимаю, что это эффект телевидения, то есть, репортажи, новости и все такое. И вот однажды меня нашло удивительным образом письмо. Я из детства помню Останкино, да, Шаболовка, 37, улица Королева, 12, то есть запало как-то. А здесь, мы находимся, Вести, телеканал «Россия», ГТРК, это 5-я улица Имского поля, между Динамо и Белорусской. И тут мне звонят из канцелярии и говорят: вам письмо. Прихожу, Москва, телевидение Гули Болтаевой. Как она нашла, я не понимаю. Вообще ни индекса, ни улицы, ничего. На деревне дедушки. Что? На деревне дедушки. На деревне дедушки, да, точно, из этой серии. Вот. Но вообще письма в редакцию, мне кажется, это то, что было, наверное, у каждого второго, наверное, в этом зале, да? Вот кто писал письма в редакцию, по какому? Нет? Мне писали. Вот. Кто получал? Кто Получал в редакции. вы в редакции. А в какой? Журнал «Персона». О, и вы от Я каких? главный редактор. Ух ты, очень приятно. Газета «Известия», 1988 год. Я представляю, сколько вам писали, да? С просьбами, с требованиями, ругались, да. У меня папа тоже любил писать и требовать. Я многодетный отец, у нас 5 детей. Почему государство не помогает и все такое. Хотя я не считаю, что это правильно, но на самом деле у нас в гостях сегодня 2 замечательных человека, которые с этим, с потоком писем сталкивались все время. В один из толстых журналов «Знамя» я приносила как-то рукопись от братишки своего, толстый роман, который куда-то канул в небытие, да. А он тоже наверняка же, да? Андрей Витальевич пишет много-много-много, хотя я в интервью читала, что это какой-то такой не совсем эффективный для журнала поток, и мало что оттуда попадает на страницу вашего журнала. Знаете, давайте уточним неочевидную вещь, чисто терминологическую. Да? Потому что
Поскольку я в данном случае представляю не просто СМИ, да, вот там как газету или какую-то общественную передачу, а именно литературный журнал, то всегда поступающая туда корреспонденция, она была, ну, минимум двух сортов, и терминология была такая: самотек и редакционная почта, или там читательская. Это абсолютно разные вещи. Самотек – это рукописи с произведениями, поэзия, проза, там, крик, неважно что, да, то, что автор известный, неизвестный вообще, вот они вот шлют, это самотек, да, то, что приходит. Да. А редакционная почта, читательская почта – это не от пишущих людей, а от, собственно, читателей, которым что-то надо. Либо они хотят выразить там какие-то чувства свои, либо им что-то надо в практическом смысле. Да? Они на что-то, на кого-то жалуются и думают, что там журнал может им помочь или что-нибудь еще. Вот это вот терминологические две вещи. И вот тут произошла интересная штука. Самотек никуда не исчез. Он вполне себе живет и процветает, и даже бывает, что и в бумажном виде иногда приходит какая-нибудь бандероль, да, редко-редко, но на электронные почты валится, конечно, каждый день все то же самое, и стихи, и проза, и критика. Только теперь все в электронном виде. Да, ну, в общем, Бумажные не приходят письма? ну, редко, очень-очень редко. Вот. А вот что касается читательских писем, это то, чего больше нету. Это надо понимать. Это то, что исторически мы еще помним, это исторически было недавно, этого нету в принципе. Я вот хочу это вот занудно подчеркнуть. Этого не то, что стало мало или меньше, этого больше нет вообще. Причем я имею в виду, опять же, занудно уточню, не то, что бумажного письма нет жанра. Письмо читателя в редакцию или там вот. Этого нету в принципе. И это, я уверен, что это не какая-то странная случайность, произошедшая с одним журналом. Это какие-то тектонические необратимые сдвиги. Этого нет, и, судя по всему, никогда больше не будет. Почему? Я скажу, но, может, я у вас время отбираю, да, я как-то схватился У за... нас целый чат. Да, за микрофон. Но я сначала маленькое отступление сделаю. Дело в том, что я, ну так уж случилось, довольно давно работаю в журнале «Новый мир». Всю жизнь. Я туда пришел работать в 1976 году. В 1976 году. И я помню все технологические уклады вот с 70-х годов, как это все менялось и как это все влияло на процесс делания журнала и во всех смыслах, да, и как это все вот существовало. Работало тогда, ну где-то по моим воспоминаниям, ну человек 50 не меньше в редакции. И все были чем-то заняты. Вот, и казалось, что надо бы еще, да, сотрудников. Значит, был специальный человек, занимающийся почтой. Это была штатная единица. Внизу, на первом этаже, стоял такой большой-большой шкаф, вот как библиотечный для каталогов с ящичками, вот абсолютно вот тут такой. И в нем было много-много разноцветных карточек. Он был весь. Любая бумажка, поступающая в редакцию, тут же завалилась на нее карточка. Это государственное какое-то письмо там, или из общественной организации. Это вот рукопись пришла, значит, от какого-то писателя. Это вот читательские письма, там, значит, на каждую бумажку своего цвета заводится карточка.
там, кто, от кого, кому в редакции передано для ответа или куда это пересылается. Потом это в конце, когда как бы эпопея с этой бумажкой завершается, на карточке отмечается. Что так вот, числа там это сделано то-то, то-то, то-то. Вот, это была отдельная колоссальная работа, и специальный человек этим занимался. Вот. Сегодня этого нету, потому что сама потребность человеческая выразить какие-то свои те или иные чувства по поводу чего-нибудь, например, литературы или прочее, каких-то вот книг, никуда не делась. Она живет на других площадках. Это все ушло. Сегодня читателю не нужно писать письмо или электронное, допустим, в редакцию. Что, дорогая редакция, я прочитал там рассказ там такого-то у вас. Зачем? Вот напишет об этом в социальных сетях. Вот. Есть масса как бы сайтов, даже не социальные сети, сайты, там, где есть там связанные с книгоизданием, там, и все прочее, вы знаете, там отзывы читателей на те или иные произведения. Это все ушло на другие площадки. Вот. И обратно это уже не вернется и не нужно. Вот примерно это вот так. Я в целом обозначил ситуацию и готов вам передать микрофон. Спасибо. Я не знаю, как начать, но, в общем, могу сказать, что на телевидении остались бумажные письма. На поле чудес пишут именно бумажные письма, в основном. Сидят два человека, которые разбирают эти письма. Они, может быть, ну, как бы, ну, не хочется как-то говорить грубо или не грубо, значит, может быть, просто социальные слои или еще что-то, или как бы задачи разные. Люди пишут с пожеланием, значит, попасть на экран, да, может, у них такая задача, и они пишут именно бумажные письма. Это ну, как бы не ушло, ну, просто вначале это были, ну, как бы грузовики писем, потому что почта Останкина, когда началась передача «Поле чудес», просто позвонила и сказала: ребят, мы не можем на вас работать, потому что ну, только на вас по 20-30 тысяч писем в месяц, ну все. Поэтому, значит, мы организовали тогда доставку писем, значит, сами. Тоже стояли мешки и сидели у нас, значит, два интеллигентных человека, которые разбирались это. Сейчас, конечно, нет такого количества писем, но все равно пишут. И, не знаю, вот эти бумажные письма, они как-то передают атмосферу, какое-то вот настроение, какую-то человечность, да. Ну, может быть, это еще и от того, что вот эта программа, ибо там, ну, она была первой развлекательной, она поэтому была там, ну, как бы, таким бомбой и шоу, да, и поэтому люди сначала там не поняли, как к этому относиться, а потом, ну, особенно когда пришел Аркадьич после Листьева, да, это началось просто-напросто невероятное шоу, и люди стали писать, и люди поняли, что они могут попасть в ящик, честно говоря, просто в ящик. И они писали со своими какими-то... Что приходило? Приходили кроссворды, приходили там кроссворды на этих разделочных досках. Нужно было выделиться. Приходила масса посылок, которые просто выделяла людей потому, как они это делали. Это не литературные, конечно, письма. Это письма, которые приходили просто по-человечески. Значит, для участия в передачах. Со всего, ну, как бы, со всех концов России, скажем так. И в данный момент это феномен какой-то, что люди продолжают писать бумажные письма. Ну, как бы я работала на других, уже потом на других, как бы, передачах, на них, как бы, люди не так пишут, а вот на передачи, в которых мы видим, там поют люди, играют люди, и все. Вот в эти передачи люди пишут бумажные письма. И
конечно, очень сложно приходится там и редакторам, и всем выбирать, потому что надо же по письму определить, кто этот человек, умеет он говорить, не умеет он говорить. Но у нас есть замечательный ведущий, который знает вся страна, Леонид Кубович, да, который может разговорить там, я не знаю, с темой, ну, все что угодно. Поэтому как-то это его такая заслуга, я могу сказать, потому что при Владе, я начинала при Владе с Владом работать, у него была интеллигентная программа, он буквы отгадывал. Самому Владу это не нравилось. То есть он пришел из взгляда, он был человек более политизированный. В общем, когда ему Лысенко показал на экран и сказал, вот ты вот должен этим заняться, он, да, я этим займусь, но, в общем-то, занимался год, а потом начал разрабатывать программу темы и очень хотел уйти на программу тема. И, значит, долго искали ведущего, на каждый, значит, эфир приходил, на каждую запись приходил какой-то один из претендентов, который долго, упорно что-то говорил, очень скучно, нудно, мы все были недовольны, что Влад уходит, что человек, который приходил, очень скучно говорил. И уже когда уже были поставлены декорации темы, Влад уже горел, все, я хочу уйти, он вдруг приходит без конкурса, без всего, он говорит, я нашел. Мы говорим, кого? Он говорит, я нашел человека, это значит шоумен и аукционист. Для нас это вообще ничего не значило. Что это за человек или еще что-то. В итоге пришел сразу без конкурса, пришел Леня на запись. Орал так, что просто-напросто мы еще больше его не полюбили. Потому что ну, нельзя было. После Влада какой-то орущий, какой-то еще что-то. И он ушел, пришел к Владу и сказал, я не буду это вести. И он стал его уговаривать, и, значит, вместе с Альбиной они уговорили его на то, что он стал вести, но сказал, это будет передача не про слова, не про буквы, а про людей. И вот я к чему все это веду, что он реально сделал так, что люди стали писать для того, чтобы попасть на эту передачу. Он, от него пошли приветы, рекламные паузы, все остальное прочее. И вот это вот какой-то энергия, что ли, от Лёни, то, что он хотел, участвовал в каждом человеке, и люди стали писать. И оно продолжается, вот оно продолжается 30 лет. Я говорю, это что ж такое-то? Одного человека, который смог заинтересовать, как бы найти в людях самое интересное, и людям ответили тем же. Не знаю, почему люди как бы меньше пишут электронные письма на Поле чудес. Ну, может, потому что они еще посылают какие-то там свои кроссворды, слова, стихи, там. Ну, чего только не было за это время. Вот. Поэтому у нас немножечко вот разошлись, но я думаю, что не разошлись мнения. Просто-напросто это разные, ну, как бы отделы, да, литературный журнал. Да, больше людей перешло на электронную почту, на соцсети. Вот. Вот на телевидении народные передачи, народ пишет бумажные письма. От руки или на машинке? Нет, от руки. От руки. Масса людей, которые пишут от руки. Много просьб еще, потому что если вот в литературном журнале там люди многие самовыражаются, для этого действительно там, интернет и соцсети это вполне себе место. То, чтобы попросить у Якубовича кровать, там, да, или как бы там, или многодетная мама из Дагестана пишет, вот у меня 5 детей, они хотят Волгу 7-местную. Да. Ладно. Да, или машину, чтобы... Да. Это, ну, как бы напрямую, да, проще. Напишут, да. Поэтому соцсети немножечко для самовыражения холодного, такого именно самовыражения, а вот письмо от руки к ведущему просто-напросто, это да, ты можешь попросить, тем более можно бы его попросить, он же, ну, как бы сделает. Да, они к нему персонально обращаются. К нему персонально Он просто-напросто. создал такую легенду о себе с помощью телевидения, что если его попросить, то обязательно будет. Ну, в этом есть его заслуга, он реально... И ваши тоже как... Нет, ну мы это делали, да, и делают передачи, я сейчас не делаю, это делают другие люди, вот, но как техническая и организационная часть, да, а как ведущий, конечно, это он, потому что я говорю, я работала и с Владом, я работала и с Леней, поэтому я знаю, что Влад абсолютно интеллигентно холодный, и вот вплоть до того, что кто-то когда-то принес к Владу там какую-то еду,
да, тогда этого не было. И после этого был устроен разбор в группе, был большой скандал, чтобы еда на телевидении никогда в кадре. И что мы сейчас видим у Лени? Да пожалуйста, вот оно. Все, это он. И он это сделал как-то органично, и все этому как-то рады, и все наоборот, свои какие-то закрутки, еще что-то. Все знают, что Леня молоко любит, пьет молоко, это литрами, не знаю, сколько до него влезает это все. Но тем не менее, в общем, это его заслуга тоже. Ну, так. Ну, еще была телекомпания «Вид», конечно, которая, в общем-то, и спонсировала. Придумала. Ну, да. А вот если говорить про письма в «Поле чудес», были ли такие, которые вот вам запомнились? Ну, вот самые яркие? Ну, я говорю, я не сидела на редакторе писем, на этом было. У нас просто есть были какие-то легенды, которые ходили. Это, например, писал, ну, там, естественно, надо было яркого выбирать человека. Лесной колдун Иван Иванович. Хочу сейчас, лесной колдун. Ну да, писал. Решили пригласить. Значит, пришел Иван Иванович, который потом ходил, уже не как участник, а на каждую передачу, которому просто-напросто было запрещено ходить в студию, потому что он каждый раз приходил, говорит, я сейчас буду разгонять тучи. Вот. Потом он ходил на все митинги, вот тоже разгонял тучи, я видела по телевизору. Вот. Как он проходил, никто не знал, потому что это же билеты, и Останкино режимное предприятие, там просто так не войдешь. Вот. Как проходил, хотя были все предупреждены, не пускать Ивана Ивановича. Вот это он. Значит, а так по письмам, ну вот, не знаю, уже по словам было, когда Влад шутил, да, в круизе он закатал слово, простите, К первое, куй, и открылось две последние буквы. И это было полчаса угадывания букв, потому что третья буква, потому что никто не мог произнести, хотя было слово «куй». Вот это он любил шутить. Вот. Это по буквам. По буквам, ну, это немножко другая история, это же не письма. Ну, да, легенда, что Якубович всем помогает, есть же реальные какие-то факты, да? Он с самого начала помогал и как? Ну, нет, он уже пришел, я говорю, с этими словами, что я буду делать программу про людей. И как, естественно, он, ну, «Вид» был не самой бедной программой, поэтому как бы люди приходил и говорил, что вот надо, ну, там, естественно, не все, кто приезжал, тот, вот, кого выбирали, тому помогали. Да. Вот. Ну, вернемся к письмам. Ну, когда существовали, Андрей Анатольевич, письма бумажные, вот если вы так давно работаете, вы же наверняка запомнили из той корреспонденции какие-то яркие или нет? Или это было... Нет, я не могу вам что-то такого интересного, забавного сейчас привести. Но раз уж я начал, как бы это, вроде бы недавно еще памятные всем десятилетия, сейчас уже немножко они забываются, кое-что дальше на эту тему сказать. В редакционной почте «Нового мира», несмотря на то, что это был литературный, не общественно-политическая газета, не «Известия», там, не... всегда в 70-е, 80-е, в общем, в позднем Советском Союзе какую-то часть почты составляли письма, не имеющие отношения к литературе вообще, в которых люди искали справедливости для себя по каким-то совершенно сидельцы, которые искали как бы оправдания и присылали огромные заключения письма, значит, с подробными изложениями, что вот там, значит, невиновные, значит, это все пересылалось там в прокуратуру, там, вот, потом с прокуратуры отвечали, что там, значит, там чего-нибудь отвечали, в «Новый мир» и другому отвечали, все. Вот, всякие там дела какие-нибудь, ну, предположим, пенсионные, что вот я там всю жизнь там работал, вот, а у меня там, значит, вот, значит, это опять же тоже в соответствующее учреждение это все. Вот,
И так было, в общем, во всех, как я понимаю, СМИ, независимо. Я уверен, они и в советский спорт такие же письма приходили. Потому что СМИ были не просто СМИ, да, они вот, ну, по крайней мере, в позднем Советском Союзе, мы помним, они играли роль не просто информатора, да, вот о чем-то там публикующего, да, они воспринимались гражданами как своего рода посредники, да, Поэт России больше, чем между поэт, властью, любое СМИ, да, газета, там, радио, телевидение, это некий посредник между вот там власть где-то, значит, а вот между нами тут вот, значит, всякие газеты и журналы, вот, и вот если к ним написать, а они обратятся в ту же прокуратуру, так вот им не так ответить, как бы мне ответили, значит, ну понятно, это логика, да, вот. Конечно, сейчас это все ушло, потому что, опять же, вот это все, да, потребность справедливости не исчезла, но опять это все происходит через другие механизмы, на других площадках, а с другой стороны роль СМИ, тем более литературных СМИ, так понизилась, да, вот, что, в общем, уже справедливости те, кто ищет, они ищут это в других местах. Вот, что еще исчезло тоже, чего было на моей памяти, значит, вот примерно в позднем Советском Союзе, да и в 90-е годы этого тоже еще много было. Особый тип писем, такие домашние философы, да, значит, либо это онтология, то есть как вообще все устроено, ему открылась истина, и он, значит, вот, либо это социальное переустройство, как все сделать правильно, хорошо, да, и почему не делают, ну, может, не хотят, ну, все же понятно, что надо же вот там делать вот это, значит, да? Вот, и 90-е годы, особенно понятно, вот перестройка, когда началась, очень оживилась, даже больше не столько религия, философия, сколько вот именно вопросы социального переустройства, да, как нам построить правильное общество. И практически все 90-е годы еще вот как-то это жило. Сейчас уже опять-таки нет таких писем вот, о том, значит, что власть должна делать, чтобы всем было хорошо. Вот. Но очень-очень редко вот что-то такое, связанное с истиной в высшем смысле, да, открывшейся тому или иному человеку, это бывает. Это бывает, я думаю, это вечно, это будет всегда. Ну да, если это не базовое, но в любом случае потребность человечества. А вот я хочу спросить, кто помнит такого обозревателя «Комсомольской правды» еще, ну, советской, это взрослая аудитория, конечно, Инна Руденко? Не помните? Потрясающий журналист, которая защищала всех, и которые как раз-таки вот писали письма. И я хочу, ну, поскольку у нас разговор о том, что люди пишут в редакции, прочитать про нее, зачитать просто письма, которые ей писали. Вот тут несколько коротеньких писем. Здравствуйте, многоуважаемая Инна Павловна. Спасибо вам за вашу работу, доброту и участие, способность и умение понимать людей. Прочтешь вашу статью, как с живым, душевным и нежным человеком поговоришь. Читаешь и думаешь, хоть бы еще чуть-чуть больше было написано. Это пишет студент-медик Виктор Симоненко. А вот другое письмо. Дорогая комсомолка, почему не появляется в газете Инна Руденко? Что случилось? Жива, здорова ли? Или ей, может, какая помощь нужна? Я готова дать ей 3 литра своей крови, если она болеет. Извините, может, что не так? Озабочена, что нет статей моей любимой журналистки. Каждый раз о ней вспоминаю, как разворачиваю очередной номер комсомолки. С уважением, Лемишка. Или вот очень хотела бы узнать о журналисте, который сыграл в моей жизни, уверена, не только в моей, огромную роль. Этот журналист Инна Руденко. Все ее статьи для меня большой, серьезный, откровенный разговор с верным другом. После ее статьи я не могу долго опомниться. Каждый ее материал полностью перетряхивает мои представления о том или ином явлении, потрясает до глубины души. Люба Синицына. И статьи Инны Руденко, где она ездит в какие-то командировки, там, защищает учителей, врачей.
Вот. И, простите, она каждому человеку посвящает огромную статью, огромный разворот. Я помню, зачитывалась этими работами, не знаю, может, подспудно тогда мне захотелось тоже стать человеком, который кому-то помогает. Не под софитами, оказывается, а может кому-то помочь, о ком-то рассказать, что-то рассказать, донести. Вот. И, конечно, очень жаль то, что это вот уходит. Это же действительно, как правильно сказал Андрей Витальевич, роль СМИ понизилась. И вот вопрос, сами СМИ понизили эту роль или понизил в глазах читателей эту роль? СМИ же сейчас, вот какое СМИ занимается тем, чем занимался «Комсомольская правда» в лице Инны Руденко? Куда сейчас бежать? Тем, кто чувствует несправедливость, кто хочет защиты какой-то, я даже не знаю. А нет такой книжки об Анне Политковской? И вот я не знаю, кстати. Наверняка что-то «Новая газета» издавала. Если Я поискать ее по книги нахожу, а вот о ней я что-то не могу найти. Ей наверняка очень много писать. Надо погуглить и спросить у Я коллег. уверена, что вот она в жизни многих сыграла очень большую роль. Ну, конечно. И вот смотрите, Руденко вашу никто из аудитории не вспомнил. А Да спросите, ладно. кто такая Политковская, и люди скажут. Руденко просто более ранний период. На журфаке она изучалась. Да, Анна Политковская, конечно, на слуху. Да, мы же говорим про письма, и тут даже не столько письма, просто речь идет о статьях, которые влияли на людей, да? Так И же, как деятельность у них разная была. Анна Политковская занималась политической деятельностью, а Руденко, она занималась и бытовой, и социальной. И очень много помогала именно социально обиженным людям. Да, Анна Политковская тоже и защищала, и помогала, и просто в наше время, да. И время, в которое они работали. Да, поменялось И это, СМИ да. Там разные. политика отдельно стояла особняком. Вот. Вот хороший вопрос, кстати, да, надо будет спросить. А есть, а вы писали письма, Андрей Витальевич, сами писали? Не только читали, но, может быть, писали? А вы, Лен, писали? Нет, как-то у меня совершенно нет такого опыта. Не было. Имеется в виду ответы. Нет, Нет, сами, да. А ответы. Нет. Ответы я же говорю, я молодым туда пришел, я много чем занимался, разных сотрудников заменял. И отвечали? И, конечно, там какие-то там и на письма отвечал, и вот этим процессом тоже там недолгое время занимался, среди прочего. Вот. Конечно, с этим, да, приходилось иметь дело. Да, потом вот я забыл еще, почему уже навсегда исчезли, значит, собственно, читательские письма, литературные журналы. Журнал был посредником не только между, так сказать, народом и властью, да, где-то там посередке, да, он был посредником между читателем и писателем. То есть понятно, что можно было там разыскать при большом желании адрес почтовый какого-нибудь писателя, а если это какой-нибудь совсем знаменитый, можно было просто написать там Москва, наверное, там такому-то, да, вот, да, и вот... Да, но все-таки, да, наверное, большинство читателей действительно считали, что если я хочу написать, непосредственно обратиться вот к автору прочитанной книги, там, да, то надо написать в редакцию с просьбой. Редакция передаст. Да, чтобы они передали. Вот тоже как бы такого рода письма, обращенных не столько к редакции, сколько вот каким-то где-то там небожителям, да, живущим писателям, значит, да, а журнал выступал как посредник. Ваш журнал же тоже, на самом деле, феномен, да, который открывал много имен, там и Солженицын, и Некрасов, и Николай Виктор, да, и Платонов, Бродский.
Понятно, что люди, да, хотели. Вот, а сегодня, в принципе, у читателя есть возможность обратиться к писателю Телеграм-канал написал. напрямую, минуя любые журналы, там, издательства или там какие-то еще другие, да, Как блогер, каких-то да? посредников, да, просто при желании, там, если поискать, то всегда можно этого литератора найти, либо там, либо еще где-нибудь. Да? Вот, и как-то с ним связаться, если уж очень хочется. А письма писателей, не состоявшихся еще пока писателей, которые сопровождают своими письмами рукописи, которые вам, возможно, не очень нравятся. У них нет другого канала общения с вами напрямую, кроме как официальное письмо. Вот как с ними происходит взаимодействие? Вы всем отвечаете? Графоманам вряд ли, писателям да. Нет, мы двусмысленно говорим так, что мы даем только положительный ответ. Вот. Конечно, если что-то нам нужно, да, и нам глянулось, мы, конечно, тут же связываемся с человеком. Вот. А в всех остальных случаях, даже дело просто в том, что вот я говорил, там, когда-то было в 70-е годы человек 50 в редакции, вот, а сейчас там, дай бог, 10. Вот, поэтому заниматься перепиской с авторами ненужных нам произведений, в общем, как-то это некому просто некому. Потому что все работают вот как бы с полной нагрузкой, да, и, в общем, делают то, что невозможно не делать для того, чтобы журнал выходил, существовал. Вот. Поэтому, к сожалению, да, мы ведем себя часто невежливо. Вот. Не соблюдая каких-то даже вот таких, лицемерных ритуалов, да, каких-то уважаемый, там, это, получили, однако. У нас нет сил. А не было ли писем, в которых что-то предлагали читатели, и эти предложения были как-то использованы, реализованы, что-то изменили в журнале, в системе, я не знаю? Нет, вы знаете, вот от читателя, собственно, читателя, не являющегося профессиональным литератором, я не могу вспомнить, да, вот, каких-то таких рациональных предложений. Вот. А если что-то мы действительно какие-то рационализаторские предложения принимали, то это были скорее наши коллеги. Да? Не обязательно те, кто у нас печатаются, там, с профессиональной точки зрения какие-то наши коллеги, между прочим, замечали, а вот почему бы не то-то, а вот не возродить ли то-то. Да? Спасибо. Может быть, у кого-то вопросы есть? 70-е. Письма читателей, именно читателей 70-е, 80-е годы, ваш журнал. А вот какие писатели или после выхода каких литературных произведений отклик читателей был наиболее объемным? Мне сейчас вот совсем достоверно так вот точно ответить трудно. Вообще все архивы огромные Нового мира, они в Аргали находятся, и там фонд есть, в архиве литературы и искусства есть фонд Нового мира отдельный. Вот, и там и 70-е, 60-е, в общем, все эти десятилетия, все это хранится, и все читательские письма, все бумажки, все это есть.